делались с лошадью. Это, кстати, современный снимок. Современные предприниматели из экономии могут пахать и на лошади. Но, конечно, в те времена ни одна сельхозработа не обходилась без лошадей. А вот любопытное использование лошадей. Все мы знаем, что такое бурлаки. Ну, как-то бурлаки у нас ассоциируются, что вот артели мужиков тянут эти баржи. В Европе тянули лошади. Вот, кстати, в России тоже лошади тянули. И баржи, и всевозможные вещи. В Голландии Петр I катался на подобных, речных трамвайчиках, как бы мы сейчас назвали, да, которые передвигались с помощью тяги лошадиной. И вот специально для этих лошадей на берегу устраивалась мостовая, чтобы в любую погоду лошадь могла отталкиваться, чтобы она чувствовала под копытами твердую поверхность. И вот когда Петр I строил Санкт-Петербург, вот эти многочисленные каналы, а сейчас в Санкт-Петербурге, это, конечно, в Большом Санкт-Петербурге, вот длина всех водных береговых линий составляет более 300 километров. В те времена, конечно, там все покороче было, но вот эти знаменитые гранитные набережные, которыми гордится Петербург, да, они создавались отнюдь не для пешеходов изначально, а там были гранитные мостовые для передвижения лошадей, которые по этим каналам таскали груз. Это потом уже, когда построили дома, когда все обустроилось, тогда сделалась вся эта красота. Вот куда относит нас лошадиная сила. А вот верх комфорта, это ландо, открытое, на языке автомобиля говорит кабриолет. Поднимается и опускается вверх кожаный. Да? Обратите внимание, шикарные рессоры, мягкие, легкие. И вот такая вот повозка, она мчалась куда угодно, по всему городу. И как ни странно, вот именно эта повозка стала одним из самых грозных оружий гражданской войны.